Всем привет, ребят! Снова я в гараже. Сижу на буране. Погода вообще мерзкая идет. Снегопад сильный. Сидим дома, никуда не поехали. Вчера в комментариях у меня, я прочитал два интересных вопроса. И в этом видео хочу я ответить на эти вопросы. Один вопрос был, какой нагар сейчас у меня на свечах после замены магнито. Этот вопрос мне самому стало интересно, потому что надо посмотреть для интереса, какой нагар. И второй вопрос, каким маслом я разбавляю бензин на буране, для бурана. Какое масло использую. Я также отвечу на этот вопрос. Первоначально, наверное, будем смотреть свечу, а там уже я вам покажу, каким маслом я использую на буране. Чтобы посмотреть свечу, нам надо открыть эту крышку. И уже здесь мы видим два колпачка. Но это не секрет, кто водитель, кто имеет буран. В принципе, ничего там показывать не надо. Сейчас я откручу эту свечу, обе свечи, и там посмотрим, какой нагар. Так, ребят, показываю нагар. Слева у меня получается свеча со стороны вариатора, справа со стороны вентилятора. Не знаю, видно, не видно вам. Но свеча вроде как не такая черная, чуть-чуть кирпичного цвета. Даже думаю, нагар неплохой. Но я не эксперт. Это кто понимает в этом, смотрит, комментирует. Мне обязательно напишите, если видно. Надеюсь, все видно. Вот такой нагар. Чуть-чуть коричневого цвета. Никакого особого крупного нагара я не вижу. Бывают и черные, там вообще забивается все свеча. Этот нагар мне лично пока нравится. Ну, напишите, обязательно напишите про этот нагар. Такой должен быть или как? Все, обратно закручиваю. В принципе, все нормально вроде. Нагар свечи посмотрели. Второй вопрос. Это чем я разбавляю бензин? Какое масло использую? Присадку. Присадка использую я Автол. Много раз уже в комментариях писал М8В. Лучше Автола, я думаю, для бурана ничего не придумали. Какой пропорции я разбавляю? Вот у меня мерка, обычная банка. Не знаю, сколько грамм тут. Сейчас глянем. Но не вижу еще. 0,5 литра. Пол-литровая банка. И на 20 литров я лью 2 таких банки. Где-то литр. По паспорту надо заливать 800 миллилитров. Я заливаю почти литр. Чуть-чуть, пусть больше будет масла, но все будет смазывать. Конечно же, будут со мной спорить. Лишнее масло это тоже вред бурану. Но кашу маслом не испортишь.
Спорьте, не спорьте, это так. Почему я не использую 2Т масла? Многие тоже советуют, бери 2Т масла, там еще какие-то импортные масла. У нас, я говорю за себя и за тех из нашего села, водителей Бурана. Есть бураны, которые ездили на масло, использовали масло 2Т, но у них мотор клинил. Мотор клинил, недостаточная смазка идет. Так что особо не увлекайтесь 2Т маслом, а используйте обычный автол. В этой канистре продается автол. Какой-то цвет, как будто дизмасло продают, честное слово. Темноватый цвет, похож на дизмасло. Наш советский буран живет подряд, все. Только корми, успевай заливать в бак. Он всеядный. А уже в Лукойле обычно я брал еще раньше вот такое М8В, лукойловская канистра, 50 литров. Ну, если одному ездить, то более-менее дольше хватит, чем вот такие масла. Здесь уже лукойловское масло 50 литров, можно 25 литров, там канистра еще 20 литров или 25 продают. Можно его взять. Там уже масло, как слезать, чистое. Ну, мне нравится. Не знаю, там остатки еще были. Тут остатки еще есть, в принципе. Намного цвет такой светлый. Вот такой цвет. Не знаю, видно, не видно потом. Потому что сейчас на улице не светлеет. И мы уже солнце не знаем, когда последний раз видели. У нас все облачно, снег идет, метель, пурга. Поэтому вот такая картина выходит. Так что берите масло всегда двухтактное. Двухтактное, но автол. Не 2Т, а автол. Можно с Лукойла, там хорошее масло продают. Вот на эти два вопроса я хотел сегодня ответить. На ваши вопросы. Не сам придумал, а именно в комментариях. И очень частенько эти вопросы мне задают. Я отдельно видео сделал и вот так. Еще вчера был вопрос про мой этот. Как же он называется? Ну, вы поняли. И даже мне писали, если толще 2 мм уже статья идет. Я не знаю, может быть действительно и статья. Айда прилетела. Айда мы гулять. Но я сделал для походов. Если в рюкзаке таскать, это тяжелее топора получилось. Ну, здесь лежит и лежит ни разу. Один раз, наверное, использовал. Так-то он хорошо режет. Наверное, там такие деревья как-то в одном походе я рубил. У меня видео тоже есть, как я это все делал. Ну, сразу скажу, я этим не пользуюсь, уже тут лежит. Кроме этого, у меня всегда с собой вот самый главный инструмент. Это топор. Вот этот топор. Этим я уже не один кубометр рубил. Вот так. Ну все. На этом буду заканчивать. Я ответил на ваши вопросы. Также дальше задавайте. И обязательно в комментариях напишите про нагар свечи, кто понимает в этом. Не те диванные эксперты, а именно вот буранисты. Напишите мне про нагар свечи. Что-то мне надо менять, зажигание или еще какое-то. И вот у меня масло чуть больше нормы, и даже там такого нагара нету. Кирпичного цвета. Приятный цвет вроде. Пользуйтесь автолом. Вот так. Мой совет. Дальше не знаю, что советовать. Я сам как бы в этом деле не очень так понимаю, но что знаю, через что прошел, я советы даю. Чего не знаю, не буду говорить ничего. Вот такие дела. Ну все, ребят, всем пока и до новых встреч. Ждите новые видео. У нас погода сейчас неладная пока, и похода у нас нету.
снег проваливаешься, на лыжах ты много не пройдешь. Я жду, когда уже будет снег держать, и там будут походы. Вот такие дела. Пока.